Юлия Алац, блогер, многодетная мама, главный редактор, основатель женского сайта первого в Якутии Кереко. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Марика. Спасибо, что пришли в наш музей. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Как я поняла, вы недавно родили 4-го Ботора, мальчика. Да. Как вы справляетесь? Ну, после второго ребенка как-то счет теряется на самом деле. Для меня дети и материнство — это большой такой стимул развиваться. И после рождения каждого ребенка я чувствую такой огромный прилив энергии, просто необузданного. Мне хочется творить, что-то делать, быть постоянно в движении. И все удивляются, как это мы успеваем, потому что мы с мужем сами воспитываем детей без помощи бабушек, дедушек, ну и нянь, соответственно. Но мы справляемся, и как-то с детьми веселее, и дисциплина очень сильно начинает как-то влиять на нашу жизнь, и это прекрасно. Скорее всего, очень сложно, как вот, на твой взгляд, мама 4 мальчиков. Мальчики же, они такие активные. Я бы не сказала. Это все-таки стереотипы того, что мальчики, они такие гиперактивные и так далее. Но на самом деле мои мальчики, они очень спокойные. Мы друзья, можно сказать, с ними. И с самых первых дней они всегда со мной, например. Всегда со мной на работе, и сегодня чуть не взяла с собой еще одного. И поэтому их социализация, того, что они видят, как мы живем, как мы работаем, и для них тоже это часть жизни. И они очень спокойны, мы с ними всегда разговариваем, говорим, вот давай лучше ты так не делай, потому что так неприемлемо, например. Ну, хочешь поваляться на полу, облизывать пол, окей, хорошо. Ну, как-то мы более спокойно и лояльно относимся ко всему, что они хотят, хотим воспитать их свободными, не такими прямо развязно свободными, а о том, что они чувствовали себя свободно, легко и уверенно. Это в любом случае должно быть у детей. На каком языке вы их воспитываете? Потому что ты очень хорошо владеешь и русским языком, и якутским языком. На якутском языке? На якутском, да. Нас с детства тоже воспитывали на якутском языке. Ну, на русском языке, можно сказать, только я в университете заговорила. Хотя я всю жизнь жила в Якутске, даже в деревнях особо не была, да, но в любом случае всегда говорили на якутском языке. И я сама еще филолог. И считаю то, что знание родного языка, тем более якутского языка, он очень такой универсальный, очень красивый язык. Все звуки, они есть почти во всех языках мира. Поэтому, когда человек умеет говорить и выражать свои мысли на родном языке, ему легко даются другие языки. Я, например, говорю на якутском, русском, английский и китайский. Я филолог, преподаватель китайского языка. К сожалению, я очень много лет не практикую, но в любом случае очень люблю изучать языки. Изучение языков иностранных в нашей семье, имеется в виду родных сестры, родители, мы все изучаем и говорим на нескольких языках. Это для нас как семейное хобби. Дети тоже, получается, английский и китайский тоже? Старший сын, у него интерес именно к английскому языку, и в последнее время он начал увлекаться еще немецким языком. Я так удивилась, и украинский язык. Почему выбор на это именно на эти языки? Я не знаю, я прям удивилась, потому что я слушаю, как иногда он все время в Ютубе там что-то смотрит, а смотрит он прям на оригинале, на английском или на украинском. Вот он начал смотреть и украинских блогеров, и песенки поет на украинском. Что? Удивительно. И немецкий, он по приложениям как-то начинает повторять, изучать. Сейчас мы живем в такое классное время, когда все это у нас в доступе, и он эти блага использует. Просто надо иметь желание. Да. Мы перешли на YouTube, давай перейдем еще на твой сайт, женский сайт. Он, получается, первый в Якутии, женский, Кереко. Расскажи, что там есть? Кереко у меня появился еще давно. Даже могу сказать, это был 2008 год. Я смотрела передачи якутские, и мне было всегда интересно, а почему у нас нету такой женской передачи на якутском языке или на русском. И появилось создание именно передачи. И в 2013 году, оказывается, мы сняли пилотный проект,
где несколько ведущих было, и мы сделали сюжеты и на якутском, и на русском языке. Они же И, тоже да. публикуются на Ютубе. Да, это на Ютубе появилось, а после этого как бы я забеременела вторым ребенком и подумала то, что я не смогу снимать эти передачи постоянно, но я хотела всегда качественный контент делать, того, чтобы оператор отдельно, там монтаж отдельно, что-то там, режиссер. Это было очень сложно, поэтому решила, что я буду работать из дома, значит, нужно сделать сайт. Сайтов женских не было. Даже если смотреть на российском, на федеральном уровне, женские сайты — это на тему того, что как накрасить губы, какую обувь выбрать, как-то несерьезно, слишком вот банально и не полезно, я считала. Поэтому я решила создать свой сайт Керяко, где будет обо всем. И главный принцип сайта того, что мы не пишем о политике, о негативе, криминале и сплетнях. Вот. И только хорошие новости о том, чтобы было интересно не только женщинам, но и мужчинам, потому что мы, женщины, такие не то чтобы хрупкие, мы очень легко поддаемся плохому настроению, услышим какую-то печальную новость и сразу плохо становится. Эмоциональные очень, поэтому лучше окружать себя чем-то светлым, добрым, вдохновляющим. И тем более у нас в Якутии, якутянки такие классные. Зачем нам вот тогда, вот 2008-2010 годы, все восхищались там Бейонсе, Рианна, ну где они, да, когда, как у нас такие классные женщины, о которых мы должны знать и должны рассказывать. И вот таким образом появился сайт. И уже 5 лет, да, уже 5 лет он радует женщин, не побоюсь этого слова, то, что по всему миру, потому что нас считают в очень многих странах, не только якутяне, и я очень рада то, что интересуются сайтом вот именно посещениями. Я смотрю по статистике, очень хорошо читают в Казахстане, в Киргизии, и это очень радует, мотивирует дальше работать. Яра, мы стоим возле картины Акаемовой Галины Егоровна «Невеста», 2006 год. Ты выбрала именно эту картину. Почему? Этой картине 14 лет, и когда я первый раз увидела ее, я была очень впечатлена. И каждый раз, когда во время посещения музея, я вижу, что рядом с этой картиной всегда очень много женщин. Каждая восхищается, и каждая находит что-то свое. И в этой картине я еще говорила, что я обожаю символизм, очень много символов. И, во-первых, то, что... Когда я первый раз увидела картину, я подумала, а лиса? Зачем лиса? Почему лиса? И почему Еще она на Луне? И все-таки мы выросли на симбиозе двух культур, русской и якутской. И всегда в русских сказках лиса — это такая поганка, хитрюшка, всегда отрицательный образ подает. А как оказалось, именно лисица в нашей культуре — это символ женщины. Меня это просто обескуражило. Я задалась вопросом, почему лиса? И оказывается, когда лису находили, убивали, да, но на охоте все-таки встречается же, да, и ее вот труп лисы приносили домой и встречали как гостю, как полноценного гостя живого. Вот это его труп брали, усаживали за стол, это вообще в древнем, угощали, да? Тем самым то, что вот женская энергетика пришла в дом. Еще я знаю, Да. читала то, что невестам дарили в подарок. Да, вот шкуру лисы. Шкуру лисы, или же вот, например, в якутских украшениях, вот в одежде именно есть вот так на ремне обязательно вот лицо лисы. То, что она оберегает и защищает свою хозяйку. Здесь еще такие шапочки с ушками. Да, шапочками, все это. И обязательно самая как бы дорогая, самая классная шуба — это из лисы была. И лиса является вот именно символом женственности. То, как она идет, даже вот походка, как она за собой своим хвостом убирает свои следы, это вот вся женская натура в ней. Поэтому и Луна. Луна, даже если смотреть восточную философию, восточные религии, вот инь и янь, да, например, это же тоже Солнце и Луна.
везде Луна — это Это женщина. женщина. И то, что вот Луна здесь, она это тоже имеет свое значение. И даже в сказках якутских Луна — это женщина. Икыга, да, икыга, и очень, ну, как бы для женщины вот этот источник энергии — это Луна, поэтому вот Луна и леса. Тут же еще как бы и Солнце, и рыбы. И рыбы есть. Рыбы тоже это вот, символ женщины получается, чтобы она была плодородной. Это поэтому здесь рыбы. И говорят, когда вот беременная, когда женщине снятся рыбы, значит она беременна. То есть тут такие маленькие символики означают только одну женственность. Я еще заметила, что Луна со стороны правой, а правая сторона как по-восточному, и вообще говорят, что это женская сторона. Да. И головная кора у нас с женской стороны, правое полушарие, левая это мужская. Тут с правой стороны. То есть такие мелкие детали, да, все Да, говорят о мелкие детали. женственности. И еще вот серьги. Серьги, вообще украшения у якутских женщин, они были всегда из серебра. Серебро — это защита. Всегда защита, очищение. И поэтому вот женские украшения именно в нашем народе, они имеют тоже свой символ. По верованию наших предков, уши у женщин должны быть всегда чистыми. То есть они должны быть в защите, поэтому вот украшения серебряные. Для того, чтобы, если вот мужчина дает душу ребенка, вообще, чтобы она появилась, через уши наши божества Аи дают ребенку тоже вторую часть души, как вот искуджи, да, поэтому через левое ухо это девочки, а через правое мальчика. Поэтому они должны быть всегда в защите. И Илин Калинка Бихер, да, вот это украшение, оно, я прям обожаю это украшение. Вот этот круг, оно вот самое исконное, да, вот представленное украшение, оно более современное. Раньше вот женщины носили в основном вот такое вот круглые украшения, и потом уже появились вот Калин и Линка Бихер, ну я как помню, да, и они тоже вот должны оберегать всю себя. То есть грудь, переднюю часть, чтобы индинен харскаллаха джарден, чтобы и спереди, и сзади всегда полностью под защитой серебра. Ну и белок, конечно, тоже. Тут очень много вообще, если рассказывать о символизмах, о защите украшений. Но я не эксперт по украшениям, вот я рассказываю то, что я знаю. Но если вдаваться в того, что вот эти узоры, тоже женские узоры полностью представлены, они, кстати, существуют не только в якутских украшениях, но и во всех тюркских народностей есть эти знаки. Но не все знаки орнамента, они имеют какое-то прям сугубо какое-то значение, или только женское, или только мужское, но вот именно вот эти знаки, они считаются как бы женскими. В виде сердца, Да. это женское. Да, это даже не сердце, даже я скажу, это корова. Ага, вот недавно я разговаривала с одним ювелиром, и там было украшение вот в такой форме. Это же форма коровы. И почему-то, говорит, не понимаю, почему женщины наши не носят корову. Потому что корова у якутов это же тоже символ плодородия. Именно вот богатство, и тем самым подчеркивает свое положение. Поэтому девушки, носите корову, потому что это важно, оно их защищает, оберегает, и столько всего смысла в этом есть. Ты рассказала о том, что приходила со вторым сыном в музей и с его другом. Со старшим. Со старшим, то есть сыном. Как вот впечатления были? В этот же музей приходили? Мы с семьей всегда, вот с мальчиками всегда посещаем театры и выставки. С самого детства вот я прививаю именно любовь к искусству, потому что считаю то, что искусство, вот умение созерцать красоту, она должна быть у детей. У нас, к сожалению, в системе образования есть такие пробелы, когда остается далеко. И именно обязательно вот школьную программу, ФГОС, оно не дает развития именно в творческом плане детей. Поэтому... То есть рисунок ИЗО и как бы все, да? Все, ничего такого нету. Нету такого понятия, как вот такие художники у нас есть, вот красота, искусство. Для людей некоторых это как пустой звук.
Поэтому у меня дети привыкли ходить в музей, смотрят, ну, смеются, да, ну они просто от того, что вот заходят в этот храм. Это храм, настоящее искусство, они погружаются в эту атмосферу, они начинают чувствовать. Например, вот старший сын, я помню, когда ему было там 5 лет, по-моему, вот в этом возрасте дети такие впечатлительные, открытые. Мы как-то идем вечером после садика, зима, все темно, и он говорит: остановись, подожди. Говорю: посмотри наверх. Я смотрю наверх, там темно же, и горит вот освещение уличное, и там крапинки снега, словно алмазы блестят и падают. Это такая красота, прямо захотелось в тот момент остановиться и заплакать, не знаю, что-то такое. Это был восторг. И мы стояли вдвоем, любовались вот этой Вот красотой. дети часто видят вот такие вот мелкие детали. Такие моменты, а потом вот, ну, сейчас ему 14 лет исполнилось, средний сын тоже постоянно показывает, он всегда находит сердце, иногда у нас есть тайные знаки, вот так мы передаем друг другу. Корейское, да, Да, значение? корейское, вот так. И он тоже останавливает, говорит: посмотри. И там листья как-то лежат. Ну вот Романтиков да, вырастила. умение вот созерцать вот эту красоту, она меня всегда трогает до глубины души. Например, старшего сыну я всегда включала классику. Он засыпал колыбельный там под Чайковского, Шопена. Мы просто обожаем вот Эдем Шопена. Ну, мы полюбили еще после Хаяо Миядзаки. Ну вот я тоже так отборно выбирала, составляла вот листы именно фильмов, мультиков. Но с младшими как-то я немножко упустила этот момент. Они меня сейчас обожают. Трансформеров, Марвела, но в любом случае. И как оказалось, мы ходили еще постоянно на балет. И у меня сын сказал, что, оказывается, он с 8 лет хотел танцевать балет. Ух ты! И он сейчас учится в хореографическом колледже, именно вот занимается балетом и неимоверно счастлив тем, что он занимается любимым делом. И он признает такую вот классику, вот такое, и очень хорошо разбирается в этом. Ты как мама направляла их в выборе профессии вот в будущем? Спрашивала ли в детстве, кем ты хочешь стать? Направляла? Или это будет их выбор Это и будет просто их поддержка? выбор, да, это их будет выбор, но я хочу привить любовь именно вот, не знаю, откуда у меня такое. Я не скажу, что у нас родители прям заставляли слушать там классическую музыку, но мы выросли на классической музыке. У меня 3 сестры, и мы все окончили музыкальную школу классическую. То есть сестры у меня играют на фортепиано, я, правда, не играю, у меня фольклорное отделение было. Но в целом мы выросли тем. Я просыпалась под звуки пианино, как сестры сидели там, играли. Ну, от того, что еще и дедушка художник, видимо, у нас очень много вот предметов искусства было всегда, мы были окружены этим. И это, конечно, повлияло на нас, на становление нашей личности. Я хочу это вот передать нашим детям, чтобы они знали. И я всегда пытаюсь рассказать через искусство. Это же все равно передача каких-то исторических и важной информации. Например, там у меня в машине висит знак Джахагёя. Я спрашиваю сына Тимира среднего, ну, потому что он говорит, ему 5 лет, мы уже можем общаться хорошо, а другие малыши уже малыши. Я говорю: вот этот знак, что это значит? Это оберег. Джахагэй. Ага, знак, ну вот лошади, так-то так. И я каждый раз сажусь в машину, у него спрашиваю. И он уже на автомате начинает об этом говорить, рассказывать. Это все равно тоже эти обереги, они как бы тоже являются частью материальной культуры нашего народа. Мальчикам повезло с такими родителями, потому что, мне кажется, очень много зависит от воспитания. И считаю то, что мне повезло с воспитанием. Я училась именно вот в конце 90-х, начало 2000-х годов. Мне повезло именно учителями. Я училась и в национальной гимназии, окончила в конце концов республиканский лицей, бывший РФМШ, получается. У нас были шикарные учителя. Я училась, получается, в эпоху становления вот национального самосознания. Появились вот национальные программы, школы. И мы изучали, например, национальную культуру.
Я обожала этот предмет, у нас были шикарные Ну, ты прям учителя. патриотка такая вообще. Да, я как бы думала раньше, да это же естественно. Для меня это было естественно, но и сейчас, вот именно оглядываясь назад, я понимаю то, что у нас очень были хорошие преподаватели, и им удалось все это передать нам. И- Вот мы затронули немножко историю про дедушки. Дедушка у тебя же очень, первый художник-керамист. Да, нашего народа Саха. Да. Ему 92 сейчас. Позапрошлом году у него была выставка большая в Да. Национальном художественном музее. Получается, у нас очень интересная история, то, что год основания вот нашего Национального художественного музея, 28 год, 1928 год, и он родился как раз в этом году. И вместе с музеем каждый год 90-летие отмечали. Да, отмечает. Он очень удивительный человек. Он работал и творил, и создавал такие шедевры. И я вот выросла буквально сестрами, копаясь в его мастерской. Видела эти эскизы, как он все это прорабатывает, как работает с керамикой. Все это как бы создавалось с нуля на наших глазах. И я сейчас очень радуюсь тому, что он очень скромный еще при этом. За всю жизнь он никогда не устраивал выставки. И только я заставила, вот 2 раза устроила ему выставку персональную, и мы выставили все работы, которые находятся у нас на хранении дома, но большая часть его работ выставлена в музее в Сунтарах. Ну, он же преподавал там. Да, он преподавал, он сам из Намского улуса, но всю жизнь жил в Якутске. А бабушка у меня из Сунтаров, и они в Сунтарах работали, жили, и потом переехали сюда, в Якутск. Вот. Это же надо все-таки в ту эпоху, когда не было, были чуроны только деревянные, он решил сделать из керамики, роспись на керамике. Это же все-таки идея какая-то, первопроходец, он взял, сделал, и есть в Национальном музее коллекции его, которая выставлена, мы сейчас туда пройдем и посмотрим. Ну что, стоим мы возле сервиса твоего дедушки. Расскажи, он у нас, получается, чайно-кофейный сервис, герб Республики Саха-Якутия. 90-го года исполнения, но это уже прототип. 99-го года рождения. Вот этот сервис полностью был сделан на заводе Ореха Зуева, Подмосковье, и по заказу правительства. Вообще сам эскиз, он был сделан еще где-то в период 60-х, 70-х годов. И воплощение свое вот материальное оно получило вот в 99-м году прошлого века. Как круто звучит, прошлого века. Этот сервис выставлен у нас в ресторане Тагандархан, в представительствах в Москве, Владивостоке, Санкт-Петербурге. И у нас дома. То есть мы ею пользуемся прям в особых случаях, вот семейные торжества, я всегда использую этот сервис прям с удовольствием. И вообще творчество дедушки, оно отличается то, что он очень хорошо подбирает цвета, сочетание цветов и узоры. Он хорошо изучал узоры, потому что вот его коллекция старинных чаронов до сих пор у нас хранится, и на основе вот этих чаронов он полностью изготовлял и творил. Вот. И тут символы того, что вот именно, как ты говорила, мужского, да, если женская это корова, то тут джахэгэй мужское. Лошади. Да, это все-таки символ власти, всего этого, и оно очень хорошо, как бы все это переплелось именно в этом сервизе. И несколько его работ уже здесь есть. Я, например, сегодня зашла и как сразу на 2-й этаж поднялась, увидела этот сервиз, я аж прослезилась от гордости. И есть еще другая чайная тоже композиция, она тоже здесь выставляется, и малые формы мы подарили, когда вот первый раз организовывали выставку, так что они тоже где-то здесь выставлены. Он не только вот чуроны начал делать, он начал делать сервизы полностью на 12 персон, чайные сервизы и малые скульптуры. Здесь тоже, кстати, представлены эти малые скульптуры из майолики, из фарфора. И у меня есть большая такая мечта, одну из этих малых скульптур воплотить вот огромную какую-то инсталляцию в нашем городе.
Малую архитектурную форму, да, где-нибудь Да, не поставить? малую, а вот именно уже масштабно. Классная мечта. Да, и я думаю, скоро это у меня получится, потому что идея есть, и у меня есть люди, которые поддерживают это, но надо прям взять себя в руки и заставить уже воплощать в реальность. Мы до сих пор пользуемся вот сервизами дедушки. Это, получается же, полностью ручная работа Да, была. и единственным экземпляром все выставлено. В то время же не было никаких станков, чтобы это все делать. Вручную расписывали. Он ездил на творческий отпуск по всем заводам Советского Союза тогда, и там вот создавал и сделал все это, и с собой привез. И он очень много лет отдал в борьбе за то, чтобы здесь, ну именно это была борьба. Это пытался открыть завод именно вот фарфора. У него почти получилось, но перекрыли все это. Ну, это в советское время, да? Да, ну, можно сказать, вот в эпоху перестройки, но какое-то время у него это как бы сердце на ране осталось от этого, потому что у нас мог бы быть свой завод. Целое оборудование польские, по-моему, привозили, все это, но так и осталось ничего. И он в Сайсарах на улице Маяковского сам сделал печку, и на этой печке потом продолжал творить. Ну, у вас вообще, вот я послушала, творческая семья. Вот дедушка, получается, заслуженный художник СССР, Да, России, России. Якутии. Вообще молодец такой. И показывал всем своим детям, внукам свою деятельность. Да. Это классно. Можно еще задать вопрос, какую роль вообще играет музей в обществе? Как должен музей развиваться в правильное русло, чтобы молодежь притягивать? Ну, во-первых, я считаю, что без искусства нету полноценного общества. Конечно, не хлебом сыт не будешь в любом случае. Человек — существо очень сложное. Она отличается от других млекопитающих тем, что человек умеет сопереживать, созерцать, творить, что-то создавать. Это просто нету такого, чтобы я должен, например, у животных, да, поесть и оставить потомство. Это как бы на инстинктивном уровне, но у человека постоянно в любом возрасте задается вопросом, кто я, что я, зачем я. И это совершенно естественная составляющая жизни. И, например, я очень, наверное, затрону такую тему, того, что многие очень были против строительства арктического центра. Которая Олонхо строится. Да, Олонхо строится. Вот. Во сколько миллиардов мы туда, зачем там нужно школы, больницы строить и так далее, да? Ну, наверное, сейчас я вызову огромную волну негатива. Но я считаю, что это, во-первых, от бюджета именно для культуры, да, было выделено, не для медицины, не для чего-то другого, да. Я считаю, что обязательно должно быть. И этот центр дает возможность, огромный шанс, чтобы наша культура дальше развивалась. У нас шикарные театры, театр танца, театр Олонхо. Это уникальная среда, в котором мы можем сохранить себя как единицу. Ну и вообще развивать. Развивать. Поэтому когда человек сыт, он начинает уже искать что-то другое. А что, в конце концов, не только рестораны, не только вот что-то, да, а нужно вот уметь отдыхать именно красотой, в том, что мы должны нести культуру какую-то, все это сохранение, я считаю, что она обязательно у нас должна быть. И в современном обществе в любом случае люди, и я очень радуюсь, что каждое поколение, оно начинает идти по другому пути. Если раньше мы конкретно выживали, ну и даже впереди, наверное, у нас ждут еще сложные моменты, периоды, но в любом случае без культуры, без красоты, без искусства человек перестает быть человеком или личностью. Мы еще до эфира разговаривали насчет, вот ты очень классно выглядишь. Я бы не сказала, что у тебя есть 4 вот ребенка. Спасибо. И 4 месяца тому назад ты родила, у тебя форма просто потрясающая. Благодарю. Мы задели вопрос о йоге. Я сама занимаюсь йогой, я знаю, что это такое. Давай расскажем зрителям. Может быть, благодаря йоге вот ты очень классно вот держишь форму. Йогой я всегда интересовалась. Как-то со школы, с детства мне было очень интересно. И
Где-то в 2015 году я так по чуть-чуть начала заниматься, но всегда это было на автомате, а с 4-й беременностью я полностью погрузилась в эту среду. И после рождения ребенка у меня прям какой-то бум был, как будто бы у меня там какие-то чакры, может, открылись из-за занятий йоги. Я просто влюблена. И я знаю то, что это... Я увидела результат на себе. После рождения ребенка я никогда так классно не выглядела, скажу без скромности, но это просто удивительный эффект. И самочувствие у меня стало хорошее. И все-таки я человек, я мама, я всегда могла быть нервной от того, что кто-то там где-то там какнул, что-то там уронил, и могла там накричать на детей, что-то такое. А тут с йогой я словила дзен. Ой, как хорошо! Ты это сделал, молодец. О, ты разлил молоко, о, как это красиво у тебя получилось. Слушай, это же голова там кролика, это что-то, что-то. И вообще занятия, физические занятия, они в любом случае развивают человека умственно. Ну, как? Кровообращение усиливается, кровь, кислород до мозгов доходит. Мысленные потоки, потом извилины головы. Да, поэтому именно занятия йогой меня сейчас вдохновили еще к работе, к новому проекту. Я запускаю бренд одежды. Ух ты! Да, но это будет 2-й запуск. Как будет потому называться? Что пока я не могу сказать. Хорошо. Ага. Но до этого я уже занималась запуском одежды, бренда. Я смеялась, то, что я первый якутский дизайнер, который продаются вещи по всему миру и носит по всему миру. Я начала в 2008 году, запустила сувенирную продукцию. Ну, говорила так, да, это были футболки с якутским марта. Кстати, мы И сумки, в музее эко-сумки. национальном запускаем индивидуальную линейку эксклюзивную под брендом Художественного национального музея. Классно. Вот, мы заключили договор с одной компанией по изготовлению, вот, и мы запускаем. Мы хотим туда запустить изображения художников наших, чтобы Да. через сувениры развивать именно изображения. Да. У меня вот эта, кстати, идея была, когда я запускалась. У меня там, например, футболки были там с Линка Бихер, с якутским украшением. Линка Бихера, вот я первая ее нанесла на футболке, а потом эта мысль пошла дальше развиваться. Я очень горжусь этим. И хотела вот как раз изображение лонхо делать. Но я понимаю, то, что это были авторские права и так далее. И не все были согласны, и мало кто понимал все это. Я сейчас услышала классную новость, то, что можно носить футболки Старостина. Это круто. Да, но тут тоже, да, есть такие более юридические, документальные вопросы, что не все изображения, конечно, к сожалению, можно использовать. Вот так что, думаю, через месяц, через 1,5 мы представим нашим зрителям, нашим гостям музея нашу эксклюзивную линейку. Я, когда захожу на выставки, подхожу, вот даже сейчас я сижу, я чувствую вот тепло рук создателя. Это очень классная энергетика. Это вообще невероятно, да. Вот эта лошадка. Какой взгляд, да, я прям чувствую, как перед глазами, да, художника, он видел все это, и он передал, и человек действительно отдыхает тут душой, телом, и вдохновение все равно появляется. Это потрясающий проект, когда можно вот прийти в музей, с тобой вот так пообщаться, и каждому человеку просто прийти и поговорить, потому что в нашей жизни очень мало времени, просто чтобы даже поговорить с близкими людьми. Мы можем говорить бесконечно с тобой. Давай. Мы прям вообще с тобой, мне кажется, вообще можно говорить обо всем. Ты поддержишь любую тему, но у нас эфир сжатый, поэтому скажи пожелания нашим зрителям. Во-первых, я хочу пожелать всем зрителям, чтобы вы оставались детьми в своих взглядах, о том, чтобы умели, как дети, видеть красоту, ловить эти моменты всего нашего мира, нашей жизни, какие-то вот, чтобы ваша фантазия, она всегда била фонтаном.
Потому что в нашей жизни, если смотреть новости, читать много плохого, но чтобы не поддаваться все равно этому, нужно искать спасение, защиту в искусстве, в красоте мира. И посещайте почаще выставки, музеи. Здесь настоящий храм, даже не для верующих людей. Здесь каждый найдет свое спасение. Ну а я хочу сказать, что мы завершаем 9-й выпуск «Диалоги Life Art Музеем». Спасибо, что вы смотрели, ставьте лайки, комментируйте. И хочу обратиться к вам, наши зрители, кого бы вы хотели видеть в следующем выпуске. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Пока-пока.